Более 1000 мероприятий реализовано Министерством культуры Республики в уходящем году. Кроме того, подведомственные Минкульту учреждения участвовали в мероприятиях, проходивших в других субъектах страны. Завершен капитальный ремонт детской школы искусств в Карбулаке на сумму более 21 миллиона рублей. Начато строительство домов культуры в отдаленных сельских поселениях Гейрбек-Юрт и Датых. Проведен капитальный ремонт ДК в сельских поселениях Нижние Ачилуки и Пседах. А для Национальной библиотеки закупили за год более 6300 новых книг. Наши мероприятия, те, что были проведены, мы провели в сроки. Все были профинансированы. По посещениям все было отработано на 100%. Совместно с Министерством образования и науки Республики Ингушетия у нас реализуется проект «Культура для школьников», направлен на духовное, эстетическое, художественное развитие школьников, повышение культурной грамотности. За отчетный период проведено около 500 мероприятий с числом зрителей свыше 10 тысяч человек. Глава региона также заслушал отчет о реализации программы «Пушкинская карта», в рамках которой школьник или студент может бесплатно посещать культурные мероприятия. С начала года в рамках проекта молодежью региона приобретено более 6500 билетов в кино, театры и на выставки. Скажите, сейчас достаточно программа? Это Нет, недостаточно. В чем вопрос? У нас потенциал 46 тысяч с половиной человек, которые достигли возраста от 14 до 22 лет, но из них зарегистрировано только 10 тысяч человек с начала года. Это Почему? всего лишь 22%. Регистрация школьников, она какие-то сложности возникают именно в учебных заведениях. В школах? Что-то у них не получается, да. В школах. Там на каждого ребенка должно быть открыта в МФЦ учетная запись на госуслугах. Как только они получают паспорт, они ее открывают. И у нас вот трудность в этом смысле, и сами школьники, и родители просили нас помочь с этим, чтобы сразу, как ребенок получает паспорт, ему помогли в МФЦ открыть учетную запись на госуслугах. Только с наличием этой записи они могут дальше оформить Пушкинскую карту, ну и другие программы, которые есть и будут еще. Значит, это очень важно, чтобы молодежь и юноши посещали те мероприятия, которые мы проводим. Из 40 тысяч 10 тысяч этого мало. И потом, это же какое-то подспорье и коллективом культуры, что это наполнение какое-то, понимаете? Потому что потенциально это 52 миллиона рублей, которые в республику придут по этим картам. Также министр поделилась планами на будущее. К примеру, по ее словам, в 2023 году из федерального бюджета планируется выделение средств на завершение строительства домов культуры в селах Датых и Гейрбек-Юрт, на строительство дома культуры в Жайрахе. Также запланирован капремонт ДК в Инарки. Глава региона поинтересовался, какие проблемы требуют внимания руководства. Значит, какие проблемы есть на сегодняшний день? Проблемы галерея. У нас заявка на утверждение штатного расписания и финансирования не удовлетворена Минфином республики, потому что галерея – это новая единица. На следующий год? Да, на следующий год. Бюджет не прошел? Не прошел. Значит, пишите, и вы направили в Министерство культуры? Мы направили в Министерство культуры, да, отчет еще устно там на совещании тоже озвучило Министерство культуры. Звоните заму, скажите, что делать. Вот сегодня здание затратили, инвесторы деньги затратили, там больше 200 миллионов. Мы не просили никого, с инвесторами построили галерею. Да. Сегодня где-либо ни одной галереи, где выставить бы картины, у нас нет. Только у нас в приспособленных помещениях на сегодняшний день. Потому что у нас краеведческого музея нет, галереи нет, этого нет. Мы сами его сделали. Да. Поэтому добивайтесь. По мнению главы региона, необходимо активнее вовлекать подрастающее поколение в культурные мероприятия, проводить больше конкурсов и фестивалей. Уже нужно разработать специальный план на период до 2024 года и начинать его реализацию. А конкурсы или культурные состязания обязательно должны заканчиваться награждением победителей и участников призами и грамотами. Муслим Ганиев, Новости 24.